Ассаламу алейкум. В сети интернет хочу ответить некоторым азербайджанским блогерам, которые, в частности, Айдин Ализаде, Марал Гюлюзаде. Вопрос, связанный с историографией, а именно с Надиршахом и иными, где они пытаются нас разубедить в том, что победа над Надиршахом для нас была не очень важной, незначимой, и более того, пытается принизить значимость этого события. Ну, начнем по порядку. Во-первых, хочу сказать, что Надиршах не азербайджанец, он туркмен по происхождению из племени Ашраф, он суннит. Ализаде, например, упоминает о том, что Османская империя стравила нас с ними, да? Нет, Османская империя не имела на нас никакого влияния. Например, аварские ханы не признавали даже так называемое халифатство османов в суннитском мире. Так же, как его не признавали амиры Марокко и некоторые другие, те же гуриды и так далее. Ну, я согласен с Айдином Ализаде в том вопросе, что дагестанцы должны были столкнуться двум империям. Но тут не империя персидская, как таковая, да, хотя нас пытаются представить, что это была у нас война с персидской империей. Никогда. Мы никогда не имели претензий к иранским народам. Иранские народы никогда не шли на Кавказ с завоевательными походами против нас. Не было такого. Потому что империя аршакидов, она была в династическом родстве с аварскими царями. Сасаниды были в династическом родстве с аварскими царями. Трон Персидской империи, последний царь Персидской империи династии Сасанидов передал аварским царям. Смысл этого в том, что если с ним и с его династией что-либо случится, законное право на власть над Ираном имеют именно род аварских царей. Исходя из этого, я вам скажу, что с момента тюркских завоеваний Ирана, иранский народ, народы иранские, были порабощены, и в жесткой системе у них даже было отобрано право владеть землей. И вот эта вот экспансия, она, начиная с XI века, с экспансии сельджуков на Кавказ, когда они уничтожили все авароязычное население Кахетии, они уничтожили тоже дагестаноязычные народы, начиная от Ширвана, Харана и других территорий. И нам пытаются внедрить мысль, что это была наша война с Персидской империей. С Персидской империей у нас всегда были братские и союзные отношения с иранскими народами. Но вот с завоевателями другого происхождения, ну, конечно, у нас были очень серьезные войны. Это история так говорит, это факты из истории, мы ничего не перевираем, мы по сухому остатку фактов судим. Вот с Ализаде я согласен в том, что нам нужно было оставить, как этого также и хотели аварские ханы, но их не послушались, не послушался Казыкумухский, не послушался Кайтакский, не послушались Табасаранские, не послушались даже вольные общества Джарабилаканские, вступили в войну, и в итоге, Надиршах все-таки решил озлобиться и решил двинуться в горы. Хотя единственное, что было необходимо Надиршах и что требовал Надиршах, да, он хотел путь на Россию после того, как Россия до этого унизительно разгромила в 1721-22 годах во время Каспийского похода Петра I, разгромила те династии, которые правили над этой территорией. И это было для них унизительно, так как Россия установила свою власть над прибрежными территориями. Единственное, что хотел Надиршах, это восстановить статус-кво. Да, и аварские ханы тут очень мудро политику проводили и говорили, ну дайте им, пускай эти два зверя между собой столкнутся и поубивают друг друга, и чем больше они ослабнут между собой, тем у нас будет больше времени самоорганизоваться, усилиться, и в итоге, впоследствии надавать тумаков, что тем, что другим. С этим я согласен с Ализаде. А вот с Марал Гулюзаде, ну, понимаешь, ты его пропагандируешь, может быть, он для вас герой, да, но для нас он никакой не герой, для нас он никто. Он для нас захватчик, который пришел с единственной целью поработить нас, сделать из нас рабов. Его целью было уничтожить дагестанцев, оставить 10 тысяч человек на семя и переселить их на территорию нынешнего Ирана, да, под свой контроль.
Вот эта цель была. Мы должны были радоваться этой цели, что ли? Ну, для вас он герой, может быть, базара нет. Но для нас он никто, и звать его никак для нас. Да, мы его разгромили на голову. Армия его была профессиональная, мы его заслуги не принижаем, мы его не принижаем как воина, как полководца. Он действительно был Бонапарт Востока. Но мы сумели разгромить и этого Бонапарта тоже. Вы это тоже учитываете, когда вы говорите. Ну, не знаю, у азербайджанцев есть такая вот, приписывать себе всех, даже героев других тюркских даже народов. Он может быть герой, да, там, туркмену, потому что он из туркменского племени Ашраф, но к вам-то он какое отношение имеет? Никакого. Далее вы также героизируете личность Ага Мухаммад Каджар Шаха. Ну, как может быть героем человек, на совести которого сотни тысяч убитых людей? В том числе и своих приближенных. Все его приближенные дрожали от него. Этот же человек был неадекватный, ненормальный. Что стоит один его поход на Картли-Кафетию? Когда в одном Тифлисе, по его приказу, было 80 тысяч человек, грузин, вырезано. Женщин, детей, стариков, даже младенцев. Тысячи и тысячи грузин им были угнаны в рабство. Когда Грузия находилась, она была данником, да, Умахана Аварского хана, и Умахан Аварский обязывался защитить ее от иностранных посягательств. От посягательств, в том числе Тюркской империи Каджаров, которая правила над этими огромными территориями, и Османской империи также. Ни Османская империя, ни Тюркская империя Каджаров не могла совершить агрессию против Грузии, когда она находилась под аварским протекторатом, скажем так, да, данником была. Но когда Грузия в 1783 году вышла из-под этого протектората, Ираклий захотел войти под протекторат России. Но Россия не смогла, Российская империя не смогла обеспечить в 1795-6 годах безопасность Грузии. Вот. А в то же самое время находившийся в союзных отношениях Ибрагим Халил хан Карабахский, который был зятем аварского хана Махана, когда Ага Мухаммад Каджар Шах совершил агрессию, он тут же выступил с войском в Карабах. А Ага Мухаммад Каджар Шах отступил, ретировался, не вступил в битву, в сражение. И в итоге Умахану пришлось отступить. Как только он возвратился домой, Ага Мухаммад Каджар Шах снова нападает на Карабахское ханство. И тогда Умахан снова отправил войско и приказал любыми путями отрубить голову Ага Мухаммад Каджар Шаха и привести его к его ногам. Что и было сделано. Неважно, каким образом он был умерщвлен и так далее, это все методология достижения цели. Но, когда вы нам говорите, что для нас хорошо было бы подчиниться Надир-Шаху, Ага Мухаммад Каджар Шаху и всем прочим, да, и по причине того, что мы не подчинились им, мы разбили их, а с севера наступила другая империя, которая в итоге типа нас поработила. Вы нам предлагаете, что хрен слаще редьки? Мы, да, воевали долго с Россией. Россия с нами тоже воевала, да, в составе Российской Федерации мы субъект Федерации. Понимаете? И несмотря на то, что мы воевали и так далее, на данный момент мы приросли и другими территориями, во-первых, наше пространство жизненное увеличилось, а численность нашего населения на территории Российской Федерации мы увеличили свою численность в 15 раз. А что касается аваров, например, которые попали в 1918 году в состав Азербайджана, и которых тогда было 50 тысяч, а сейчас тоже те же самые 49 тысяч. Прошло 100 лет, а нас меньше оказывается. У нас, оказывается, нет никакой рождаемости. Оказывается, вот находиться под этим протекторатом, нам было бы хорошо. Нет, конечно, мы не согласны с этим утверждением, что нам было бы хорошо находиться в составе империи Надир-Шаха или Ага Мухаммад Каджар Шаха. Сколько бы вы ни говорили халва нам, мы видим, что этой халвы нет. У нас очень горький опыт истории, потому что нам постоянно угроза шла от вас. И до сих пор она идет. Поэтому, когда вы даже пытаетесь обосновать это тем, что было противостояние на религиозной почве, шиизм, суннизм, да, не было это. Это была пантюркистская экспансия. Все знают, что Надир-Шах хотел
объединить там вот тюркские народы, и как и прежде, вот, исходя из там древней истории, когда был тюркский каганат, там типа государство Тюрк-Эль, что-то подобное он хотел создать. Да, он разгромил Индию, там разгромил некоторые другие государства, но потерпел сокрушительное поражение в горах Аваристана. Итог известен. Через несколько лет, ослабленный и униженный, он был убит, собственно, и история его на этом закончилась, как и впоследствии также закончилась история не менее кровавого тирана Ага Мухаммад Каджар-Шаха. А Грузия, если осталась в составе защиты Аварского ханства, столь опустошительной войны со стороны династии Каджаров в отношении Грузии не было бы. Мы к грузинам не питаем, например, никакой вражды, для нас они люди добрые соседи, мы стремимся с ними добрососедские отношения. Наш этнос, например, аварский, проживает на территории Грузии, и самое благожелательное отношение со стороны грузин к нашему этносу. Изучает язык, изучает культуру, никаких претензий нет, никаких проблем нет. Ну, например, со стороны живущих на территории Азербайджана без конца и краю звучат призывы о помощи, о том, что их угнетают, что им не дают развивать языки, что им не дают развивать национальную культуру, национальную экономику. На правах федеративного субъекта, вошедшего в состав Азербайджана, Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, Закаталский округ, сейчас он не федеративный субъект Азербайджана. На своей земле они не имеют никаких прав. Мы-то в Российской Федерации, понимаете, мы субъект федерации, и свою федеративность мы защитим. Но вы в ответ докажите свои слова, предоставьте нашему народу на территории Азербайджана те права, на которых они вошли в состав Азербайджанской Республики в 1918 году. Вы же этого не делаете. Поэтому Айдин Ализаде, Марал Гюльзаде и другие, те, кому не нравится то, что мы празднуем победу, это наши победы. Мы имеем право их праздновать. Мы вас не звали в качестве оккупантов на нашу землю. Вы пришли нас убивать, поработить, сделать из нас рабов, но у вас это не получилось. И теперь вам не нравится, что мы это празднуем. Но мы не живем по вашим правилам. У нас свои правила игры.